У Баткенской области статус особый. Предоставлен он был в прошлом году и неспроста. Как неоднократно отмечал президент Садыр Джапаров, области на протяжении 30 лет должного внимания не уделяли. Придание особого статуса позволит улучшить качество жизни местного населения и развивать бизнес. К слову, там предприниматели освобождены сразу от 3 видов налогов. Первое направление – это населенные пункты, которые расположены в приграничной зоне, в Баткенском, Лейлекском и Хадамджанском районах. Следующие льготы – это подоходный налог во всех предприятиях вместо 10%. Это стандартная ставка по республике. В этих районах будет уплачиваться 5%. Также льготы по освобождению по налогу на прибыль, по налогу с продаж и по решению местных кенешей освобождение по налогу на имущество 2 и 3 группы и по земельному налогу. Накануне глава государства и первый зампред Кабмина с полпредом президента в Баткенской области обсуждали то, какие еще меры уже предприняты или только будут для развития региона. Так, в качестве госгарантий для инвестиций области предоставят $1 миллион и еще $10 миллионов для горнорудной отрасли. Разработана норма, которая говорит о том, что в случае, если инвестор вкладывает более $1 миллиона, то 3 года государство дает ему государственные гарантии от различных процессов, которые вообще в целом происходят на рынке инвестиций и предпринимателей бизнеса. Если инвестор вкладывает в горнодобывающую отрасль более $10 миллионов, то государство дает гарантию от 3 до 5 лет. Соответственно, для тех инвесторов, для бизнеса, которые сегодня заинтересованы работать в Баткенской области, создается наиболее благоприятный режим. Налоговые льготы и создание благоприятных условий для инвесторов и предпринимателей, по мнению аналитиков, позволят улучшить экономическую ситуацию в области, остановив внутреннюю и внешнюю миграцию. Это впервые в истории, как бы я сказал, Кыргызстана практически, потому что мы за последние годы, я знаю, что у нас таких прямых, скажем, госгарантий не выдавалось и не выдаются. И я надеюсь, что эти меры сейчас простимулируют, скажем, бизнес к тому, чтобы больше вкладывались в этот сектор. Да, я понимаю, это не только издать указ, скажем, там бумажку подписать, но и нужно проработать здесь на уровне, скажем, губернатора, на уровне районных хакимов и других административных, скажем, управлений, в том, чтобы проинформировать бизнес, скажем, популяризировать эти преференции, объяснить, рассказать бизнесу. В области также введен особый режим по предоставлению и муниципальных услуг населению на льготной основе, включая лечение в стационарах и лабораторные анализы с 50% скидкой. Если раньше брали справку с МВД о том, что человек несудимый, платили деньги, 240, по-моему, сумму, сейчас они будут бесплатно получать. Кроме того, услуги через фонд обязательного медицинского страхования, по рентгенам, если будет ген получать какие-нибудь услуги, они будут уменьшены на 50% стоимость этой цены. Большое внимание будет уделено и соцсектору. Кабмин предлагает повысить пенсии на 2000 сомов для жителей 62 приграничных сел Баткенской области, увеличить в 2 раза размер пособий, поставлять электроэнергию с льготой 50% семьям, проживающим в этих 62 селах, а также повысить заработную плату врачам, учителям и сотрудникам правоохранительных органов. Такие предложения глава государства поддержал, поручив в кратчайшие сроки завершить нормативно-правовые процедуры и начать их реализацию уже с 1 марта. Закон о статусе Баткенской области Садыр Джапаров, напомню, подписал 10 сентября прошлого года. Аяна Дюшикеева, Мантур Шергазиев, Азамат Джапаков, Алату 24.